السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Хвала Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля за Его несметные блага, которыми Он нас одарил, и за очередную возможность изучать Его послание, Его книгу, которую Он отправил «Худан линнас», как руководство для людей и милостью для всех миров. Продолжаем историю великого посланника и пророка Юсуфа, алейхиссалям. И последнее, на чем остановились, это то, что отец повелел своим сыновьям во что бы то ни стало искать Юсуфа. А ведь прошло уже, как говорят ученые Тафсира, 22 года с момента разлуки Юсуфа с его отцом. И шансы найти его живым очень малы, ничтожны. Однако Якуб, алейхиссалям, он знал о том, что сну, который был послан Юсуфу, суждено сбыться, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля непременно сделает его явью. И он знал, что Юсуф где-то есть. И отправил своих сыновей, повелел им во что бы то ни стало его искать и найти. И первым делом, после поисков в ближайшей территории, сыновья отправились обратно в Египет. Тут у них было несколько целей. Во-первых, у них опять закончилось продовольствие, еда. А ведь мы знаем, это были года голода, засухи. Также они, если даже Юсуфа не найдут, то хотели попытаться вернуть Биньямина, младшего из сыновей, о котором также отец горевал. И, возможно, так как караван, которому они продали своего брата Юсуфа, когда-то был из Египта, они думали, возможно, в Египте они узнают, найдут какие-то вести о нем. И с такими целями они направились в Египет, и Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Юсуф, 88 аят: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَةٍ. Они обратились к Юсуфу: «О Аль-Азиз, о Великий». И тут некоторые толкователи Корана говорят, то, что мы знаем, Юсуф был министром продовольствия, сельского хозяйства. Однако уже на тот момент, когда братья обратно в Египет вернулись, говорят, он был регентом. То есть у царя, который освободил его из темницы, был сын, сам же царь умер, а сын был еще в малом возрасте, и поэтому Юсуф заведовал делами всего той части Египта, где он находился. И они обратились к нему: «О Великий, воистину беда постигла нас и нашу семью, и мы принесли с собой ничтожную плату». Мы знаем, с разных концов Египта и соседних государств люди приходили, чтобы выкупить зерно. Да, однако, какую бы плату ни приносили, больше одного верблюда все равно на человека не продавалось. И в этот раз они пришли, чтобы зерно взять, однако у них и платы-то очень мало было, потому что тяжелое было очень положение. Они говорят: мы принесли ничтожную плату, однако мы надеемся, что ты отмеришь нам полную долю. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلِ. Отмерь же нам полную меру, как ты нам до этого отмерял, да, нагрузи наших верблюдов, с которыми мы пришли. وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا. И прояви к нам милость, сделай милостыню, садака сделай. Мы пришли, мы знаем, у нас мало, у нас этого не хватает, чтобы выкупить продовольствие, но мы надеемся на Твою щедрость и Твою милость. И также сделай нам садака. Здесь ученые говорят, под садака они подразумевали: верни нам нашего младшего брата. Ведь в то время Биньямин уже, да, по тем законам, он был во владении, во власти Юсуфа, алейхиссалям.
И таким образом они объяснили всю ситуацию, что отец в тяжелом положении, голод, да, и мы надеемся на твою снисходительность, помоги же нам, у нас денег нету, мало мы принесли, но помоги нам, ты щедрый, и верни же нам нашего брата, сделай нам милость. «Инна Аллаха яджзиль мутасаддикин». И подкрепили они слова, свою просьбу словами: «Воистину Аллах вознаградит дающих милостыню». Воистину Аллах вознаградит дающих милостыню. И в этот момент Юсуф, алейхиссалям, уже увидел, что положение братьев изменилось. Он заметил в них изменения, отчаяние, да, и некую смиренность. Ведь до этого они приходили к нему 2 раза. И оба раза он не видел в них никаких изменений в лучшую сторону. И даже во 2-й раз, когда младшего брата обвинили в воровстве, они проявили себя не с лучшей стороны, да, сказав такие слова: если он украл, то и брат его до этого был из воров, обвинив самого Юсуфа. Однако в этот раз, когда они пришли, он увидел то, что они уже изменились. Они смирились, они в отчаянии. И в этот момент он понял, что сейчас можно открыться им. Сейчас можно им поведать правду о себе. И говорит: «قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ». Разве вы не помните и не знаете, что вы сделали с Юсуфом и его братьям, будучи невеждами? Вот он момент, да, когда Юсуф, алейхиссалям, раскрыл себя. Сколько до этого момента было встречи между ними, однако он по своей мудрости и по вахи, по откровению Всевышнего Аллаха тогда не открывался. И мы приводили некоторые мудрости из этого. Почему именно в тот момент он не сообщил о том, кто он есть на самом деле? Нет, вот нужный момент настал сейчас. И он говорит: разве вы не помните, не знаете, что вы сотворили с Юсуфом и его братом? То есть ту несправедливость, которую вы сотворили, сделали по отношению к Юсуфу, когда вы его оторвали от родного отца, бросили в колодец и потом продали за ничтожную цену каравану, ушедшему в далекие земли. А в отношении брата младшего Биньямина, то, что вы проявили отчужденность, обвинили его в воровстве его брата, таким образом также были несправедливы к нему, и вы были невежественными. То есть такой поступок, который вы совершили, его могут совершать только невежественные, джахилюн. Он не подобает вам, сыновьям пророка. И тогда они воскликнули: «Калу аиннака ла анта Юсуф». Они сказали: разве это ты, о Юсуф? «Каля ана Юсуф ва хада ахи». И он сказал: это я Юсуф, и вот он мой брат. «Кад манна Аллаху алейна, иннаху ман яттаки ва ясбир, фа инна Аллаха ла юди'у аджра аль-мухсинин». Воистину Аллах облагодетельствовал нам. Он даровал нам свои великие блага. Мы, сыновья Якуба, жившие в землях Палестины, в пустыне, в бедности и в нищете, сегодня же мы восседаем в великих залах, да, имеем положение и величие и богатство. Воистину все это нам даровал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Ведь воистину, кто будет богобоязненен и терпелив, то Аллах не позволит потеряться его благодеянием. Тут Юсуф, алейхиссалям, разъяснил правила этой жизни и мирской жизни. Есть в этом мире лишь один царь, властелин, Господь. И он, полноправный правитель, властелин, распоряжается во своих владениях так, как он пожелает. И он установил определенные правила, чтобы его рабы, покорные ему, могли достичь определенных высот величия в обоих мирах. И тут Юсуф, алейхиссалям, привел 2 качества.
Два качества, посредством которых Аллах Субханаху ва Тааля одарил Юсуфа и его брата этими благами. Май яттаки будет муттаки, богобоязненным, таква проявит. Таква – это совершение повелений Всевышнего Аллаха и оставление Его запретов. А второе – это что? Это терпение. Ведь поистину проявить богобоязненность можно только посредством терпения. Ведь это непросто. Быть терпеливым в отношении запретов Всевышнего Аллаха. Юсуф прошел это испытание, когда знатная, красивая женщина пыталась его соблазнить. Он проявил терпение, сабр сделал. Сабр в богобоязненности, в оставлении запретного. Он сделал сабр, терпение в предопределении Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, когда был брошен в колодец, когда был продан за ничтожную цену, когда его бросили в темницу. Сколько испытаний выпало на долю этого великого пророка. И он проявил терпение. То есть он в каждой ситуации, в какой бы то ни был, он ставил себе правила поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха, по богобоязненности, ат-таква. И когда он делал свой выбор в пользу повеления Всевышнего Аллаха, он был на этом тверд. Он не отступал и шел до последнего, терпел. И только таким образом можно достичь положения перед Всевышним Аллахом. Человек может начать проявлять богобоязненность, ат-таква, совершать повеление Всевышнего Аллаха или сторониться его запретов, но если он не проявит терпение, сабр, то он не сможет долго идти по этому пути. Два качества. И об этих качествах мы тоже говорим в суре Аль-Аср. Да? Аль-Аср. Инна линсана ляфи хусар, воистину все люди в убытке, илля лядина аману ва амилю салихат, кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Это и есть таква. Ты уверовал, совершаешь повеление Аллаха и оставляешь запретные, ватавасау бис сабри, ватавасау биль хакки, ватавасау бис сабр, и затем они повелевали друг другу истину и терпение. Сабр. Два качества. Ат-таква, богобоязненность, и ас-сабр. Эти качества, которые Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля установил причинами для достижения Его милости, Его благ, как в этом мире, так и в ахирате. И обещал: «Инна Аллаха, воистину Аллах, ля юди'у, не потеряет аджар аль-мухсинин, благие деяния творящих добро», говорит Всевышний Аллах. И Аллах ля юхлифуль ми'ад, не нарушает своих обещаний. И когда Юсуф, алейхиссалям, раскрылся, братья сказали: «Калу таллахи лакад аtharaка Аллаху алейна ва ин кунна ла хатиин». Они сказали: «Валлахи, клянемся Аллахом, Аллах предпочел вас над нами». То есть Он возвысил вас, возвысил тебя над нами степенями в твоем знании, в твоем красоте, в твоей красоте, в твоем величии. Всевышний Аллах сделал тебя лучше, чем мы. И воистину мы являемся ошибившимися, теми, кто совершил ошибку. Таким образом, братья Юсуфа, что они сделали? Они сознались в своем злодеянии, они покаялись, признали, что они ошиблись и согрешили, и попросили прощения. И тут проявляется качество Юсуфа, алейхиссалям, и он говорит: «Каля ла таthриба алейкум аль-яум». Нет вам сегодня упрека. Я не буду вас сегодня порицать. Только посмотрите на мягкость Юсуфа, алейхиссалям, на его великодушие. Только подумайте, да, этот человек, которого в юношестве
оторвали от семьи. Столько всего он повидал, настрадался. Он и в темнице побывал, посидел, несправедливо был обвинен. Каких только трудностей он не испытал, через что только не прошел. Все из-за кого? Из-за тех людей, которые стоят сейчас перед ним, над которыми он обладает, имеет власть. Он имеет все возможности и величие, и могущество, чтобы сделать с ними все, что он пожелает. И вот эти люди перед ним. Вся его жизнь, все его страдания, все трудности, это были именно по причине вот этих людей, его братьев. И сейчас они в его власти. Он может сделать, что пожелает с ними. Может в темницу заточить, может наказать какими-то другими разными способами, методами. Однако что же он говорит? «Ля таthриба алейкум аль-йом». Не буду я вас сегодня порицать. Нет вам уговора. Он говорит, он не просто говорит, я вас прощаю, или не буду я с вас спрашивать за те трудности, которые я по вашей причине испытал. Он говорит, я вам даже не буду напоминать об этом, говорит. Все забыли, говорит. Он говорит, просто мы забудем. Все, что было, неважно. И вот это и есть аль-афу, прощение, которое Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля восхваляет. Человек имеет, он вправе заполучить, да? Ведь ему сделали зульм, он обладает правом возместить свое право, адль, он обладает правом на справедливость. В этом мире он тоже мог бы их за это злодеяние наказать каким-то образом. Возможно, заточить их в темницу на такой же срок, насколько он просидел по их причине, да, или закинуть их в колодец на несколько дней. Потому что он имеет на это право. То есть даже по законам шариата есть справедливость. Если тебя притеснили, ты имеешь право вернуть это. Аль-айна биль-айни, глаз за глаз, валь-удхуна биль-удхун, ухо за ухо и так далее. Однако и за это нет греха. Однако прощение – это куда лучше. Прощение – это качество действительно великих людей. Юсуф, алейхиссалям, показал свое великодушие и говорит, «Ля таthриба алейкум аль-йаум». Нет вам сегодня упрека. Я не буду спрашивать с вас за то, что вы совершили. Ягфируллаху лякум. И Аллах да простит вас. И делает дуа за них. Некоторые ученые сказали, что это даже не дуа, а пояснение факта, то, что Аллах простил вас. Ведь он пророк, и ему приходит откровение, что Аллах вас простил. То есть, смотрите, здесь также в этом аяте Юсуф, алейхиссалям, говорит, я не буду вас порицать, и да простит вас Аллах. Здесь можно напомнить о условиях покаяния, когда затронуто чье-то право, чья-то честь. 3 основных условия покаяния. Тауба – это оставление греха, это раскаивание и обещание никогда не вернуться к этому греху. Это 3 основных условия тауба, покаяния. Однако, если ты совершил злодеяние, которое затронуло кого-то, его честь, его имущество и так далее, то добавляется 4 условие. Ты должен рассчитаться с ним, чтобы он тебя простил. Так вот же здесь Юсуф, алейхиссалям, он говорит, что Аллах, субханаху ва тааля, простит вас. И я тоже, я прощаю с вас. И не буду спрашивать у вас ни в этом мире, ни в судный день. «Вахуа архамур рахимин». И воистину Аллах наимилостивейший из милостивых, говорит. Архам ар-рахимин, самый милостивый из милостивых. И далее говорит, «Идхабу би камиси хада, фаалкуху аля ваджхи аби яти басира, ва'туни би ахликум аджма'ин». Возьмите же мою рубашку и вернитесь к отцу.
бросьте эту рубашку ему, положите на лицо, бросьте на лицо, и он прозреет. И да затем все вместе со всеми семьями переезжайте сюда, то есть в Египет. Тут рубашка Юсуфа, алейхиссалям, различные толкования приводятся, но смысл всех сводится к тому, то, что цель, которую Юсуф преследовал, отправляя свою рубашку отцу, это чтобы он удостоверился в действительности, что Юсуф жив. И удостоверился, поверил в слова братьев. Потому что до этого братья уже несколько раз себя показывали с плохой стороны. И Якуб, алейхиссалям, он им уже не доверял полноценно. Однако, отправив свою рубашку, возможно, там были какие-то насечки, пометки о том, что это действительно он. Да, и эта рубашка была пропитана запахом. И Якуб, алейхиссалям, еще помнил запах своего сына. И увидев эту рубашку, почуяв эту рубашку, он удостоверился бы в том, что Юсуф, алейхиссалям, жив, и тем самым это, во-первых, принесло бы успокоение его сердцу впоследствии, которое вернет ему зрение. Ведь мы знаем, что зрение он лишился именно из-за переживаний и долгого большого количества плача. Однако, когда он был уверен, что Юсуф жив, это бы успокоило его сердце, и впоследствии он бы перестал плакать, истязать, скажем так, страдать, и это бы вернуло ему зрение также. И в этом есть, конечно же, определенное чудо также. В этом есть определенное чудо. Это не значит, что человеку можно вернуть зрение, да, накрыв его одеждой его сына, да, или дочери. Нет. Это есть чудо, которое Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля показал через пророка Юсуфа. Вернитесь к моему отцу, положите, да, бросьте эту рубашку ему на лицо, и он прозреет. И затем приходите все в Египет. И как ученые говорят, тогда все семейство Якуба, алейхиссалям, было 76 человек. Получается, сам Якуб, его жены, его сыновья с женами, дети сыновей и так далее, и так далее. 76 человек насчитывало все семейство Якуба, алейхиссалям. И Юсуф сказал: все сюда переезжайте. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. И когда караван вышел только из Египта, Якуб, алейхиссалям, который находился у себя дома в землях Палестины, сообщил оставшимся сыновьям и окружению, сказав: я чувствую запах Юсуфа. «Лауля ан туфаннидун», однако вы сочтете меня за безумца, он сказал. И так и произошло. «Калу таллахи иннака лафи далалика аль-кадим». Сыновья, которые у него остались еще дома, и родственники сказали: воистину ты пребываешь в своем старом заблуждении. До сих пор надеешься, что Юсуф вернется, и ты начал даже его запах уже чувствовать. И это тоже было одним из чудес. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля уже, скажем так, дал ему понять о скорой благой вести. То есть, когда только караван вышел, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля дал почуять запах Якуба, алейхиссалям, и тем самым он уже был в предвкушении, он понимал, что скоро он соединится со своим сыном, со своими сыновьями. И в этом нет ничего удивительного. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля властен над всем. Мы знаем даже пример такой же, схожий с этим, когда Ибрахим, алейхиссалям, достроил Каабу. Аллах Субханаху ва Тааля повелел ему что сделать? Призвать людей. Однако мы знаем, насколько далеко может уйти голос человека, как бы он сильно ни кричал посреди пустыни, где ничего нету. Да? Однако задача Ибрахима, алейхиссалям, была выполнить повеление Всевышнего Аллаха. А затем Аллах уже довел его голос до всех концов земли, и люди начали приходить на паломничество. И тут также Египет, земли Палестины, 1000 километров, однако запах Якуба, алейхиссалям, с такого расстояния также учуял. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. И когда же прибыл караван,
и человек пришел, посланник, один из его сыновей пришел, чтобы обрадовать отца, он учуял запах сына, и он прозрел. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Разве я не сказал вам, что я знаю от Аллаха то, чего вы не знаете? Якуб, алейхиссалям, своим сыновьям часто это говорил: я знаю то, чего вы не знаете. Я пророк, я посланник Аллаха, у меня есть послание. И здесь он уже подтвердил это, сказав: разве я не говорил вам, что знаю от Аллаха то, чего вы не знаете? قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. И они сказали: о наш отец, попроси же у Аллаха прощения за наши грехи. Воистину мы совершили ошибку. И мы были из ошибающихся, совершили злодеяние. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. И он сказал: я непременно попрошу у Аллаха прощения за вас, ведь воистину Он прощающий и милостивый. И далее у нас завершается история Юсуфа, алейхиссалям. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. И когда они, то есть уже все семейство прибыло в Египет, он подозвал к себе своих родителей. И тут ученые привели различные мнения. Тут приводятся родители, то есть абавайхи всегда применяется к отцу и матери. Однако, как многие толкователи сказали, что мать Юсуфа, алейхиссалям, умерла при родах Биньямина. Да, но некоторые толкователи сказали, что в Коране нет этому подтверждения, и эти сообщения взяты из книг обладателей Писания. Невозможно, претерпели определенные искажения. Вот, значит, одни сказали, что это действительно мать была у него жива, другие сказали то, что Всевышний Аллах применяет абавайхи, родители, к отцу Якуба и к одной из его жен, которая занималась воспитанием Юсуфа после смерти его матери. И они прибыли, и он позвал своих родителей и сказал: входите в Египет, если пожелает Аллах, спокойными и умиротворенными, не будет вам здесь никакого зла. Душевное спокойствие и мирное сожительство вы здесь найдете. И тогда Юсуф говорит, и далее говорится: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. И он подозвал своих родителей к трону, на котором он сидел, и они все пали ниц, сделали сажда. Сделал сажда. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. И в этот момент Юсуф воскликнул: о мой отец, это и есть толкование того сна, который мне показал Всевышний. Мой Господь сделал его явью, этот сон. Какой сон был? Он увидел 11 звезд, солнце и луну, что они делают сажда, преклоняются перед ним. И тут стоит отметить то, что сажда это не было сажда, не было поклоном айбада, поклонения. Нет, это было одним из обычаев прежних народов приветствовать владык, приветствовать царей поклоном сажда. Однако впоследствии в нашем шариате, в шариате пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это действие уже было запрещено. То есть мы, с кем бы, кого бы мы не приветствовали, однако поклоном уже запрещено приветствовать кого-то. Сажда, земной поклон, можно совершать только в отношении Аллаха субханаху ва тааля. Однако в прежние шариаты, в прежнее законодательство некоторых пророков, в частности Якуба, алейхиссалям, это не запрещалось. Они таким образом приветствовали. Так же, как ангелы сделали сажда перед Адамом, алейхиссалям. Это не значит, что они поклонились ему как своему Господу. Нет. И здесь такой же случай. И далее: وَقَدْ أَحْسَنَ بِي وَإِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. И воистину Аллах проявил милость ко мне тогда, когда вывел меня из темницы, и когда привел вас из пустыни после того, как шайтан внушил вражду между мной и моими братьями.
Здесь он привел некоторые блага, которыми Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля одарил. Вывел его из темницы и привел его семейство к нему. То есть это больше всего, мы знаем, заключение в темнице – это тоже одиночество. И также его отдаленность от семьи, от родственников – это тоже одиночество, которое приносит человеку наибольшие страдания. Это не то время, как сейчас можно по телефону позвонить, по видео позвонить, увидеться, свидеться, да. Ты даже не чувствуешь разлуки, ты, может, находишься в тысячах километров. Однако здесь он сколько лет один, да. Как же этому тяжело. И вот именно вот это благо он напоминает. Он вспоминает, что Аллах одарил меня этим благом. Он привел вас сюда ко мне. И за это благодарен Ему. «Инна Рабби латифу лима яша, иннаху хуаль халимуль хаким». Воистину мой Господь добр к тем, кому пожелает, и Он знающий и мудрый. И далее делает дуа. «Рабби кад атайтани миналь мульки ва аллямтини мин та'уилил ахадith». О мой Господь, Ты даровал мне власть и научил меня толкованию снов. «Фатира ас-самавати валь ард». Ты, Творец небес и земли. «Анта валии фид дунья валь ахира». Ты мой покровитель в этом мире и в следующей жизни. «Таваффани муслима ва альхикани бис салихин». Умертви же меня верующим и сделай меня одним из числа праведников. Это пример тому, как человек должен реагировать на радостные события в этой жизни. Пример тому, как человек должен реагировать на радостные события. Это благодарить Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и также просить у Него благ. Ведь Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Вашкуру валя ин шакартум ля азиданнакум». Если вы будете мне благодарны, я непременно вам одарю больше. И на этом в суре Юсуф заканчивается история пророка Юсуфа, алейхиссалям. И остается еще одна страница, о которой мы, иншаллах, поговорим на следующем уроке. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах